Зрелищное спортивное шоу под открытым небом. В Джайрасском районе отгремел турнир М1 «Битва в горах». Жители Плиева и Барсуки снова остались без воды. Причина – прорыв ветхого водопровода. Животные в опасности. А в каких условиях их содержат? О состоянии единственного зоопарка в Ингушетии расскажет наш корреспондент. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Буквально только что завершился международный турнир по смешанным боевым единоборствам М1 «Битва в горах». Все внимание мира спорта сегодня было приковано к зрелищным поединкам. Соревнования традиционно проходили в Джайрасском районе Ингушетии. Напомню, что «Битва в горах» проходит у нас уже в 7-й раз. Это по-настоящему грандиозное спортивное шоу собрало тысячи зрителей на трибунах и миллионы болельщиков по ту сторону экрана. В предварительном и основном карде уверенную победу одержали сразу 5 ингушских спортсменов. Завершился турнир 2 суперпоединками. Репортаж Тамерлана Хамхоева. 13 поединков, 26 бойцов, 1 рейдж и тысячи болельщиков. Битва в горах вновь стала эпицентром притяжения внимания поклонников ММА. Пройдя предварительный отбор и заявив о том, что они достойны участвовать в битве, спортсмены проводили месяцы тренировок, чтобы стать победителями. Начался турнир по традиции с поединков предварительного карда, хотя получились они как один на заглядение. Одержавший громкие победы на битвах в Назране Бекхан Манкиев сошелся в бою против Михаила Акилова. Для кого-то поражение должно было стать первым. Бойцы шли без осечек до этого момента. Бекхан, примерившись к сопернику и проведя несколько ударов, повалил спортсмена из Казахстана на настил рейджа. Несколько попыток провести болевой или добивание не увенчались успехом, но чуть подустав, Михаил Акилов отдал руку, чем воспользовался ингушский файтер. Победа болевым, начало празднику спорта положено. Хочу поблагодарить начальника городского отдела по городу Назрань Бисая Урусхана, а также своего командира ОБПСБ по городу Назрань Климатова Башир за то, что, несмотря на службу, нам дает время и показывать себя на таких турнирах. Это наша общая победа. Ассаламу алейкум. Следующий поединок Муса Хамхоев против Александра Кутафина. Базовый борец Хамхоев, тем не менее, радует болельщиков и красивыми комбинациями в стойке. Кутафин тоже очень серьезный оппонент, в копилке которого уже 5 триумфальных поединков. Начав бой в стойке, ингушский боец очень скоро повалил соперника на лопатки и готовил добивание в голову, но Кутафин все эти попытки пресекал на корню. Тем не менее, в последующем каждый из 5-минутных отрезков уверенно забрал Муса Хамхоев. Переводы в партер более точные и мощные попадания. Воспитанник клуба РЗ одерживает заслуженную победу. Муса Хамхоев! Республика Ингушетия! Еще хотел поблагодарить Башхоева Мухаммада, дал мне шанс испытаться. Еще раз хотел посвятить этот бой своим родным, какие мы переживали. Все. Да, слушаем, Баркон. Последний поединок предварительного карда. Опытный Садо Учар из Австрии против Тамерлана Аздоева с его безупречным рекордом в 3 победы подряд при отсутствии поражений. 2 ярких ударника, как и предполагалось, начали бой в стойке. Тамерлан Аздоев несколько раз потряс соперника сильными ударами в голову. Школа карате известного тренера Исмаила Расумова дает о себе знать. Однако с добиванием Аздоев не торопился, видимо, хотел порадовать зрителей. Спустя несколько таких минут Тамерлан Аздоев несколькими мощными ударами все-таки нокаутировал Садо Учар. 4-я победа подряд. Борьба за пояс в легком весе только начинается. Потрясающий поединок от Тамерлана Аздоева. Я бы хотел поблагодарить своего тренера Исмаила Расумова, который с малых лет воспитывал меня и Ингисхана и очень много спортсменов. Баргала всем, талахта баху, талбарца бобой. Всего на турнире запланировано 13 поединков, 8 из которых участвуют ингушские спортсмены. Украшением вечера и его завершением станут поединки за защиту титула Мовсаром Мевлоевым и Хамзатом Долгиевым. Не пропустите самое интересное – болеем за наших. Еще одну победу в копилку ингушских бойцов добавил один из самых опытных наших файтеров – Хамзат Аушев. Выйдя на замену травмированному Абубакару Мистоеву, Хамзат доказал, что он может показывать очень зрелищные бои. Соперник – опытнейший бразильский боец Бруно Силва, за плечами которого десятки боев. С первого же секунды стало ясно, что доминировать будет в этом бою Аушев. Несколько сильных ударов, перевод в партер и полный контроль с последующим удушением. Все разыграно как по нотам. Публика в восторге. Что касается того, что я на замену вышел, это не значит, что я не готовился. Я готовился. Я должен был в этот день выступить в другом месте, на другом турнире. Получилось, что-то отменили, и это мне здесь предложили. Я сразу согласился. Во-первых,
То, что он бразилец, это ничего не значит. То мы тоже можем бороться. Я психологически был готов. Да, боец опытный. 38 побед, 10 поражений. Это многое говорит о себе. Но я доказал, что я в более лучшей форме был. Битва в горах, как и ожидалось, выдалась очень интересной. Тысячи болельщиков, приехавших в горы, и сотни тысяч за экранами телевизоров не дадут соврать. В будущем турниры по ММА в Горной Ингушетии станут ее визитной карточкой и будут притягивать внимание бойцов и поклонников смешанных единоборств со всего мира. Тамерлан Хамхоев, Новости 24. Моусар Евлоев защитил титул чемпиона лиги М1 в легчайшем весе. Соперником ингушского файтера был бразилец Рафаэль Диас. На протяжении всех раундов доминировал Евлоев. В пятом раунде, в самом старте пятиминутки, Моусар сокрушительным ударом в голову отправил Диаса в нокаут. Отмечу, что это уже вторая защита титула ингушским файтером. Сегодня не получилось поработать именно так, я готовился. Я не знаю, может, диета подвела, может, весогонка или волнение, поддержка моих близких и ответственность за всех вас. Хочу поздравить всю мою республику, всю мою команду, Тим Евлоев в полном составе, поблагодарить руководство нашей республики, руководство организации, парламент, всех, которые участвовали в проведении этого грандиозного турнира, подготовке всех спортсменов. И печальная новость. Сегодня ушел из жизни после продолжительной болезни известный общественный деятель, старейшина Тайпа Султыговых Макшарип Султыгов. Похороны посетила глава республики Юнусбек Евкуров. Руководитель региона выразил слова соболезнования родным и близким усопшего. Он отметил, что Макшарип Султыгов был настоящим миротворцем, патриотом и воспитателем молодежи. Конечно, дус камел дарухун. Конечно, чамбар ухун са камел дус. Эздела волока бака чарфлелди, зама чарфлелди дез малах эздел малах волок. У юрта уатиш хазыр маягыр. Да долхорван далгаш толцын. Хамады яре туркыш хамады жанагы шей юрта уатиш масна мохкына барт бебезече Нахантир Багдвизче, Масадиче, Халболш Боерш. Цан юртері хам хайякычы вокужаты цане, хамади турк халбуатыжы сагуды цигич. Ина иш бувейн. Ері масыцы хайшчывегі, молық ақылы, мал уақыт малы бар яны, замсыг му. Дикавол замсыг гоши эздел, хаву қыжы, молықа. Ахайн, Урлатыш симбагычы даже кегина болчы аха даже халла ачугавыч асухош. Ашты эздела кона болуш дабагыры. Сейпыны сыйлордеш, камыны сыйлордеш, мохкыны сыйлордеш. Атсы тен молака дас. Ши вилыгылыш хадуцы руху. Так лухнагым бисич кан сана шына кана выч. Орда карта весы гуха, кавуккамы вела элыч. Сухан хайрсун йоху, элруху. Сетич агвизлик. Цан мотиги ярым казик хамдари, ярым саурын yoş хамдари, хамхан дат вахсаги. Далгеш дол дал казым болху. Жители некоторых улиц Плиева и Барсуки вновь оказались без воды. Напомню, что на Альтиевском водозаборе установлены новые насосы, но тут образовалась другая проблема. Мощного напора воды не выдержали ветхие трубы. На территорию Альтиевской насосной станции выехала специальная комиссия, и картина на месте их, мягко говоря, удивила. Подробнее в материале Микаила Тангиева. Прорыв магистральных трубопроводов произошел неделю назад на Альтиевском водозаборе. Как объясняют работники водоканала, это произошло в результате проливных дождей. Из-за сильного давления ветхие трубы не выдержали напора, и вода хлынула наружу. Сотрудники Ингуш-водоканала утверждают, проблему решить можно только полностью заменив водопровод. Невольно возникает вопрос, почему, чтобы начать восстановительные работы, нужно ждать определенного случая. Вы до сих пор сидели? До сих пор сидели. До сих пор вы сидели? Сидели. Мирились с этим делом? Нет. Его не было. А что вы сделали? Вот эта дорога для чего? Нет, вот эта дорога. Из насоса,
Вот эти порывы, еще до установки насосов они были. И я их видел. И они зафиксированы на фото. По сути, по предварительным подсчетам, около 200 кубометров живительного ресурса каждый час расходуется впустую. Рядом с насосной станцией буквально образовалось болото. Эти стоки напрямую попадают в реку Назранка. А тем временем жители нескольких населенных пунктов уже который день остаются без воды. Зампредседателя правительства Магомед Ужахов дает свою оценку всему увиденному. Последние 3 дня были массовые звонки из населенных пунктов Плиева, Барсуки, в связи с тем, что там нет воды, не хватает воды. Эти звонки были в адрес регионводоканала, в адрес правительства, и в приемную, значит, в мою приемную, лично на мой телефон, потому что я свой телефон дал всем гражданам. Мы приехали туда с главой Назрановского района, потому что проблема выходит за, скажем так, пределы уже всякого закона. Здесь никого из руководства не было на этот момент. Мы обнаружили ту картину, которую вы засняли с порывами магистральных трубопроводов на территории насосной станции Вальтиева. Здесь руководители регионводоканала, непосредственно Назрановского участка, говорят о том, что да, старые трубы, да, они рвутся при давлении. Однако фиксировать ветхость трубопроводов и ничего при этом не предпринимать, чтобы людям подать воды, это саботаж, это преступление. Альтиевская насосная станция построена еще в 60-х годах прошлого века. И для решения проблемы требуется полная реконструкция трубопроводов и капитальный ремонт самой насосной станции, говорит начальник Назрановского участка Ингушводоканал. Мы предпримем меры. Значит, там же болотистое место, это в болоте лежат эти трубы. Сделаем дорогу, договоримся, трубы, постараемся привести трубы вот с генеральным директором нашим, постараемся решить этот вопрос. Сотрудникам Ингушрегионводоканала дается время до 16 часов воскресенья, чтобы закрыть вопрос с прорывом. За этим будет следить специальная комиссия. И если вопрос подачи воды в населенные пункты не будет вовремя решен, ситуации намерены при необходимости привлечь правоохранительные органы. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. В Ингушетии начала свою работу отборочная комиссия предмашука. Свыше 300 человек подали заявки на участие в форуме «Машук». Сейчас сотрудники комитета по делам молодежи проводят собеседования с кандидатами и рассматривают их проекты. Для 145 участников форума будет проведена серия обучающих тренингов по проектированию, первый из которых начнется на следующей неделе. Состояние единственного в республике зоопарка вызывает опасения. В просторы интернета попали видеокадры, на которых показано, в каких условиях содержат животных. По мнению посетителей зоопарка, представители фауны здесь мало кормят и не ухаживают должным образом. Кроме того, в зверинце полная антисанитария. В ситуации разбиралась Ната Евлоева. Слушай, какая она голодная. Не кормят, никак не. В интернете набирают популярность видеоролики, в которых наглядно видно, в каких условиях содержат зверей в Сурхахинском зоопарке, что вызвало возмущение у общественности. В этих клетках нужно держать тех, кто довел бедных животных до такого состояния. Глядя на эти условия, хочется выпустить бедных животных и посадить туда некоторых небедных людей. Открыли зоопарк, а сами не следят. Если не хотите заботиться о животных, отпустите их на волю. Особое внимание пользователи интернета обратили на лису и 2 волков. На животных невозможно смотреть без жалости, отмечают пользователи соцсетей. Они действительно истощены, но это еще не все. Животные напуганы настолько, что боятся близко подойти к решетке клетки. По словам кипера, смотрящего за животными Багаудина Нальгиева, их кормят 2 раза в день, утром и вечером. Однако посетители часто высказывают недовольство по поводу внешнего вида животных. Но комментировать, допустим, это кавагу, это тишвица, это самлугяца, а четкое расписание. Измакам, да, усхавар каждый усамел ласу, мальгуш тил зяха мяжди. Я усамел вар, хахаул азуш тил меня мяжди, ай хаваг мачусоси. Да хавечешин хорцу элчим, вообще здесь халвижуар, на цор духдуца. Действительно ли ситуация настолько критична? Почему животных довели до такого состояния? Неужели их нормально не кормят, раз они выглядят настолько истощенными? У директора зоопарка на все эти вопросы свои объяснения. Если меня спросить,
в настоящее время, в период весны и осени, животные имеют свойство линять. И на первый вид кажется, что они голодают. Но это совершенно не так. Еще в 2011 году в зоопарк завезли 2 верблюдов из Астраханской области. Со временем их стало уже 4, но их внешний вид тоже желает оставлять лучшего. Определяется, худое животное или нет, по состоянию горба. Единственная самка, действительно, она без горба, потому что в данное время она кормит верблюжонка. Самец, вы сами видите, пусть люди оценят, худой он или нет. Горбы в нормальном состоянии, я считаю. Если горбов у верблюдицы нет из-за того, что она кормит своего малыша, то что не так с самцом? Горб буквально свисает на одну сторону, ведь, как известно, это отложение подкожного жира. И если они обвисают, то это говорит о том, что животные давно не ели. Ненормальное состояние, с вами согласен, потому что они содержатся в неволе. Если бы они находили у нас где-нибудь за территорией, соответственно, вид у них был бы другой. Грязные клетки, неприятный запах, насекомые. На территории зоопарка явно не заботятся о каких-либо санитарных нормах. Животные в небрежном виде. Особенно вызывают жалость маленькие пони, которых мучают насекомые. У пони это нормальное состояние. А в плане уборки, если вы заметили, что сегодня рано утром пошел сильный дождь, соответственно, там будет и лужи, и грязь. Дело не в луже, не в грязи, а именно сами животные вы чистите, моете. Вы же видели, они же блестят. Не блестят. Не блестят? Нет. Это не первый случай, когда жители жалуются на неблагоприятные условия содержания животных в единственном в республике зоопарке. Однако, по всей видимости, никаких мер для облегчения ситуации наших братьев младших не предпринимаются. Ната Ивлоева, Рамзан Мержоев, Новости 24. Талантливые артисты и музыканты приглашаются на отборочный тур всероссийского конкурса «Высоцкий фест», который проходит при поддержке президента Владимира Путина. Отборочный концерт состоится 25 июля в Пятигорском концертном зале «Камертон». Организаторы рассчитывают, что «Высоцкий фест» станет эффективным социальным лифтом для представителей музыкального андеграунда. Молодых и талантливых авторов, исполнителей будут выявлять посредством офлайн и онлайн конкурсов. Госпошлина за восстановление утраченных в результате ЧС документов отменяется. Поправки в Налоговый кодекс России депутаты одобрили в окончательном чтении. По действующему законодательству возможно восстановление без уплаты госпошлины лишь паспорта гражданина России, если он был утрачен или испорчен во время чрезвычайной ситуации. За выдачу взамен утраченного или пришедшего в негодность международного водительского удостоверения предусмотрена госпошлина в размере 1600 рублей. Паспорта транспортного средства – 800 рублей. Свидетельство о регистрации транспортного средства – 500 рублей. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Твиттере и ВКонтакте. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.